Мы находимся в старинном здании Ратхаус, главной ратуши города Вена. Здесь буквально через несколько часов пройдет торжественная церемония открытия фестиваля, международного фестиваля оркестров. До начала открытия каждому коллективу дается буквально 10 минут на репетицию, чтобы они настроились и привыкли к сцене. Скоро начинается открытие. Мировая столица оркестровой музыки Вена принимает 11-й международный фестиваль оркестров. В этом году престижный форум объединил более 2500 молодых музыкантов из свыше 400 оркестров из более чем 40 стран мира. Среди участников Государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева. Стоит отметить, что туркменские музыканты уже покоряли Вену. В 2024 году Государственный симфонический оркестр Туркменистана впервые принял участие в 10-м Всемирном фестивале оркестров, где завоевал золотую премию в категории «Камерный оркестр». 2025 год ознаменован празднованием 200-летия со дня рождения Йоганна Штрауса, и фестиваль активно продвигает музыкальное наследие семьи Штраусов. Он предоставляет уникальную платформу для студентов и музыкантов, давая им возможность обучаться, соревноваться, обмениваться опытом, выступать на престижных сценах и приобщаться к знаменитой венской музыкальной традиции. Официальная церемония открытия фестиваля прошла на Ратушной площади, а затем состоялся концерт в знаменитом концерт-хаусе, посвященный юбилею Йоганна Штрауса. В этот вечер на сцену вышли коллективы из 11 стран мира – Италии, Эстонии, Турции, Эквадора, Хорватии, Малайзии, Китая, Чили и Гонконга и другие. Дирижерам всех выступающих оркестров были вручены почетные грамоты. Ярким моментом вечера стало выступление туркменского оркестра, чье мастерство покорило аудиторию, заставив зрителей встать со своих мест от восхищения. В завершении концерта по 5 музыкантов от каждого оркестра совместно исполнили кадетский марш Штрауса, создав незабываемую атмосферу единства. Особое внимание организаторы уделяют культурному обмену и социальной ответственности. Участники фестиваля предоставляют свои национальные сувениры, а все вырученные средства направляются на благотворительные цели при поддержке ЮНИСЕФ. Впереди участников ждут конкурсные и внеконкурсные выступления, а также мастер-классы от всемирно известных дирижеров и исполнителей.